Добрый день, уважаемые эксперты Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее». Меня зовут Степанова Люда, я ученица 10 класса. Позвольте представить вам мой доклад на тему цветообозначения в якутском эпосе «Элис Батор» на 3 языках. Проблема исследования цветового восприятия мира сквозь призму языковых фактов и осознание необходимости изучать языковую картину мира разных народов остается всегда актуальной в области межкультурной коммуникации и лингвистики. Цель исследования – рассмотреть лексику цветообозначений эпоса Олонхо Элис Батор на 3 языках. И для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить литературу и учебный материал по теме исследования, провести сравнительный анализ лексики цветообозначений из эпоса Олонхо на 3 языках и систематизировать полученный материал и сделать выводы. Методы исследования: метод свободных ассоциаций, метод сравнения, метод семантического анализа и метод статистического анализа. Научная новизна данной работы заключается в том, что проведен сравнительно-сопоставительный анализ лексики цветообозначения в эпосе Олонхо Элис Батор на 3 языках. Теоретическая значимость состоящего исследования заключается в том, что она вносит вклад в разработку проблем лингвокультурологии и лексикологии. Практическая значимость данной работы заключается в том, что можно использовать данную работу при изучении лексики цветообозначений на уроках и спецкурсах английского языка. В семантическом анализе мы подобрали лексики, содержащие возраст человека, лексика, обозначающая внутреннее состояние человека, лексика, описывающая внешний вид человека, лексика, обозначающая явление природы, интенсивный цветовой признак объекта и лексика, обозначающая признак состояния предмета. В ходе анализа материала обнаружилось, что больше половины лексики в якутском языке с наименованием цвета относится к явлениям природы и цветовому признаку объекта. В русском и английском цветовой признак объекта. Также в материал вошли лексики, содержащие непрямо выраженные элементы наименования цвета. Например, угуер уаттах соустах. Уаттах понимается как красный. Также и в русском, и в английском языках. Статистический анализ. Английская лексика цветообозначений характеризуется превалированием концепта black, затем следует white, dark и bright. Также ярко представлены лексики, содержащие gold. Русская лексика цветообозначений также характеризуется превалированием концепта черный, затем белый, светлый и темный. Якутская лексика цветообозначений чаще всего включает в себя хара, урюм, манган. Менее ярко представлены лексики, содержащие борон, что говорит о том, что он не является базовым в перцепции человека окружающего мира. Статистический анализ. Как мы видим на диаграмме, у 3 языков преобладающим цветом является черный, что ассоциируется со злом и нечто плохим. Затем идет белый цвет, показывающий добро и светлое будущее. В результате проведенного анализа мы пришли к следующим выводам, что английская, русская и якутская лексика цветообозначений объемна и представлена основными цветами, такими как черный и белый. Мы провели сравнительный анализ лексики цветообозначений из эпоса Олонхо на 3 языках и пришли к выводу, что в каждом языке цвета представлены по-разному. Преобладающим цветом является черный. Это объясняется тем, что человек запоминает плохие и негативные стороны жизни, нежели хорошие и позитивные. Но тем не менее, белый цвет тоже имеет свое место в картине мира. Каждый цвет несет ассоциативную нагрузку, что является немаловажной частью жизни человека. Также в ходе анализа мы выявили, что лексика, обозначающая цвет в Олонхо, в основном отражена в фразеологических единицах. И изучив лексику цветообозначений в эпосе Элис Батор, мы показали, насколько широко отображена лексика в эпосе. Спасибо за внимание.